Это состязание не столько техники, в первую очередь это соревнование характеров. На трассе случается разное, и здесь на первом плане человеческие отношения. Если произойдет что-то непредвиденно серьезное в этой пустыне, гонщики помогут сопернику, и неважно из какой он страны и как это отразится на конечном результате. На этот раз у КамАЗ-мастера особо серьезных поломок не было. А легенда команды Владимир Чагин отмечает, что ни одной гонки, похожей на предыдущую, не бывает, и каждый раз свои изюминки. Организаторы Дакара, имея большой опыт, многолетний, больше чем 40 лет, стараются чем-то привлечь участников. В этом году мы увидим небывалое количество. Конечно, такое еще было, по-моему, только в 90-е, когда мы начинали, был огромный бивак. И в этом году приятно это все видеть. Появились и грузовики нового поколения, будущее в настоящем. Это гибридные автомобили, те, которые могут двигаться на топливе, которое пока еще считается традиционным, и на электрической тяге. А французы представили действительно машину будущего. And this vehicle is the first hydrogen racing truck ever built. Это первый в мире грузовик, работающий на водородном топливе. И это гоночный грузовик, который может участвовать в гонках. Да, я полагаю, что очень скоро, например, в 2023 году мы сможем соревноваться с КамАЗом. Из слов иностранных пилотов понимаем, что КамАЗ для них та самая вершина, к которой стремятся. Татарстанские автомобилестроители пока еще без водородного двигателя, но на эту гонку приехали тоже с модернизированными грузовиками. Какой двигатель стоит на боевом КамАЗе? Этот двигатель, он имеет повышенную мощность. Изначально он где-то форсирован до 2,5 раз. Им уже не привыкать встречать не только Новый год вдали от родных, без сугробов и новогодних елочек. Но уже третий год подряд я встречаю день рождения, конечно. Первый год необычно было, а сейчас уже осознанно я ожидаю этого и стремился выиграть в этот день. Друзья, коллеги и родные, оставшиеся дома, собрались вместе, чтобы посмотреть финиш. Прямая трансляция из Саудовской Аравии в набережные Челны через социальную сеть. И это тот момент, когда неважно, в каком качестве передается изображение. Главное, что КамАЗ впереди. Я сначала с трудом поняла, что он это он, но когда я поняла, стало так тепло на душе, приятно. И, узнала, что-то узнала в нем. Команда победитель, безусловно. Он участник команды победителей, когда он там завоевывает, например, первое место. Это особенные теплые чувства. А подиум тоже прекрасно. Просто для меня победитель это все-таки именно первое место. Но например, для меня это не играет какой-то принципиальной роли. Просто приятно, просто приятно видеть мордашку, вот так вот скажу. Я считаю, первые 4 места это максимальный результат, который мы могли сделать. Ребята, все, кто болел, спасибо. Я очень всех люблю, всех видел, как поддерживали. Вы большие молодцы. Мы победили вместе с вами, поэтому Россия чемпион. Меняются составы, но мастером остается КамАЗ, и мы помним имена победителей. Айрат Мардеев на этот раз остался дома по состоянию здоровья, но признается, что был мысленно в той самой пустыне. Не совсем привычно для меня впервые за много лет именно быть дома, а не с ребятами на трассе. Поэтому, конечно, смешанные такие чувства. Очень рад за ребят. Волнение, оно не проходило не там. Оно и здесь не проходит. Действительно волнительные моменты. И напряжение, оно в течение всей гонки. Сейчас, действительно, когда мы посмотрели финиш, сейчас можно выдохнуть. Легенда татарстанской команды Сергей Савостин, неоднократный победитель Дакара, сначала механиком, затем штурманом, до 2013 года покорял непредсказуемые пустыни. Теперь готовит новые машины и новых пилотов. Скромно, но с гордостью вспоминает былые годы. Это 2006 год. Посередине стоит Семен Семенович, Владимир Чагин. А это вы? Да. Отлично. Там даже еще татарстанский флаг был. Мы всегда на финише ставим российский и флаг Татарстана. На этот раз не было флагов и гимна России. Но радость от победы от этого не меньше.
4 первых места за Россией, за Татарстаном, за КамАЗом. Впервые Дакар проводится в статусе этапа чемпионата мира. Мы видим, нет российских флагов ни на грузовиках, ни на экипировке. Традиция Дакара – машина-победитель с флагом страны. Но для нас тем более было важно в этом году показать максимально высокий результат. Чтобы в таблице результатов были в самом верху простые русские фамилии. Не совсем их не было. Вот если камеру направить вот сюда, то на наших госномерах флаг России есть. А то есть они там с нашими татарскими госномерами, да? Да. Госномера никто не отменял, поэтому там флаг России остался. Зуфар Давлетшин, Роман Безменов. 7 дней.